Дорогие друзья, вот уже третий день мы рассматриваем с разных аспектов систему, которая создана 25 лет тому назад. И я убедился в большой заинтересованности высшего руководства нашей республики во главе Айсеном Сергеевичем Министерства образования, которые не только хотели бы, но имеют свои отношения не только поддержки, но и всестороннем развитии этого проекта. Проект действительно выдержал испытание времени во всех отношениях. И воспитание ребят, которые учились, окончили и сегодня работают, я видом убедился в первый день, когда по инициативе выпускников был установлен День дарения родной школе. Это действительно народная инициатива. Именно народ сам, исходя из чувств души, устанавливает те дни с таким расчетом, чтобы не только они использовали плоды этой системы, а чтобы их дети, внуки учились в этой системе и были лучше во всех отношениях, чем родители. Вот этим чувством надо дорожить. Дарить родной школе. И мы придем к такому явлению, когда действительно не только не всенародная любовь в школе будет, а любовь каждого к своему учителю, своему очагу, который его сделал, сформировал как личность. Не это ли проявление патриотизма? Вот поэтому первое, я хотел бы еще раз заострить ваше внимание на это движение, которое зарождается в недрах самих людей. Это не по указке, не по поручению, не по принуждению. Люди сами, притом массово, все выпускники школы, сети президентских школ единодушны. Его всячески поддержать, посмотреть, и я думаю, пройдет время, что каким-то декретом или указом, или каким-то еще директивным документом узаконит этот день, день 3 марта, день дарения родной школе. Это первое. Второе,
концепции, об этом хорошо сказано, на мой взгляд. Мы должны посмотреть модель, совершенствовать эту систему, модель вообще школы, в будущем как будет. Я просил бы, особенно Министерство образования, внимательно посмотреть тот опыт, который зарождается, закладывается в Актемском научно-образовательном центре. По предварительным оценкам, сами учителя дают положительную оценку. Вот мы постоянно делим дополнительное образование, так, кружковая форма и так далее, и тому прочее. Мы искусственно делим школьное образование, дошкольное образование. Это искусственно. Человек непрерывно растет, развивается. Его не надо как колбасу резать. Это дело садиков, это дело начальной школы, это дело образования дальнейшего, это спортивная школа другого ведомства, это музыкальная школа другого ведомства и так далее и тому прочее. Вот я внимательно слежу за развитием образования московского, города Москвы. Глава, это мэр города Собянин, года 3-4 тому назад, вместе реформы, вместе такого приведения, что ли, соответствия, так, он занимался созданием новых форм, новых типов школ. И заключалось в том, что несколько школ объединялись. И там и детские спортивные школы, где музыкальные школы, детские сады, все были переданы в одни руки. В одни руки. И результаты не заставили ждать. Сегодня московская школа по образовательному уровню, по качеству знания намного выше стоит, чем другие. Если 100 лучших школ посмотреть в целом Российской Федерации, то порядка 60 – это московские школы. Остальные разделены, понимаете, по 85 субъектам. Вот поэтому, когда вот директором был Юрий Иванович Актемского лицея, так, он тоже нашел форму вот такую наподобие этого, не типовую. Объединил детский сад, технопарк, музей, дошкольные образовательные учреждения, детский театр и так далее. И довольно-таки в условиях даже села маленького вырисовывается новый тип образовательного учреждения во главе с одним директором. И довольно-таки вот положительные, я интересуюсь, вот в детском садике совершенно другая уже форма работы. И это сказывается, она исходит из естественного развития
ребенка. Так? И это, естественно, сказывается после детсада поступления учащихся, первые, вторые классы. Совершенно разительная разница между теми, когда отдельно дошкольное учреждение выпускало ребятишек в первый класс, и сегодня, когда находится в составе. Это диктуется современным пониманием. Самое главное – это раннее воспитание, раннее образование. Если раньше интуитивно понимали, то 90-е годы уже итогом внедрения новых технологий уже научно доказано, как до 6-7-летнего возраста интенсивно развивается мозг человека. Сухомлинский в 60-х годах говорил, интуитивно наблюдая за развитием ребенка. Ребенок, который в детском садике занимался музыкой, чтением, шахматами, у него в 6-летнем возрасте словарный запас доходил до 2-2,5 тысячи слов. А среднее образование человек в 30-летнем возрасте с средним специальным образованием имел словарный запас порядка 4000. Вот поэтому я вижу создание новых форм образовательных учреждений именно затрагивается основу формирования человека в раннем возрасте развития его. Основной упор надо делать. Вот почему этот процесс требует внимательного изучения. Вот почему сегодня в фонде будущего поколения нашелся человек, понимающий, и открыл лабораторию детства. Мы ходили недавно в прошлом и в университете нашем федеральном, так, и Министерство образования. Надо заниматься проблемой именно раннего воспитания, именно до 5-6 лет. Вот здесь надо особый подход, особая методика, особые механизмы именно обучения детей. Вот мы нашли понимание только у товарища Егорова. Спасибо, Владимир Анатольевич, за поддержку и, самое главное, за развитие этого вопроса. Вот я в августовских совещаниях учителей выступал на эту тему. Нам надо очень внимательно рассматривать вопросы раннего воспитания, специальную методику создавать, механизмы, специальные учебники, разработать методики специальные. А для этого должны быть кадры. А кадры должны воспитываться, обучаться в педагогическом институте, пединституте нашего университета. Разве это так делают? Хотя они готовят
воспитателей и учителей начальных классов в пединституте. Это не пединститут, а просто как дополнительное учебное заведение. Промежуточное, непонятное. А педагогическая академия вы практически ликвидировали, мотивируя, что в университете есть пединститут, который не отвечает сегодняшним требованиям подготовки кадров. Поэтому мы попытаемся вместе с совместными усилиями с вами именно сети президентских школ преобразовать, создать новую модель образовательного учреждения в лице научно-образовательных центров. Это первое. Второе. При всем уважении качество знания остается очень и очень низким. Очень-очень низким. Где-то мы в 5-м десятке находимся в Российской Федерации по качеству знания. Как же так? Сеть президентских школ входит в школы сельской местности. Там практически образовательной инфраструктуры-то нет. Городские школы. Вот нынешний, прошлогодний выпуск. 2500 ребят закончили. В высшее учебное заведение поступили только 1200. То есть половина. А выпускники сети президентских школ, сельских школ, 98%. Кого мы спросили, от кого мы спросили? Ведь заработная плата одинакова практически, даже городские школы выше. Так? Семьи, понимаете, удобствами располагают. Все есть, начиная от театра, кончая, понимаете, крупнейшими спортивными сооружениями. Вся инфраструктура создана в городе Якутске. Так почему такое понимает, отношение? И кто ответил за это? Так из года в год идет, за последние годы. Берите группу Вилюйских районов, богатейшей, понимаете, педагогической традиции, огромным опытом. Вот сегодня один из них выступал, великолепный сельский учитель, который создает методики преподавания труднейших предметов школьных, учебников. И какие отзывы, какие великолепные отзывы получает знаковых людей по этой профессии. В прошлом году выпускники поступили от 20 до 30% в высшее учебное заведение. Группы Вилюйских районов. Слушайте, вот по качеству знания мы, скатились, понимаете, уже ниже плинтуса, как говорят. Так нельзя. Так нельзя. Высшее образование развивает одним крылом. Общество развивает, вторым крылом развивает науку. Вот сегодня выступали и говорили, что мы более-менее по сравнению с другими субъектами обеспечением научными кадрами молодыми. Это поколение 90-х годов. А дальше как мы будем обеспечиваться с такими низкими знаниями, таким низким
коэффициента поступления в высшее учебное заведение. Вот второй вопрос. Почему в одном месте достигается качество знания, в другом месте, понимаете, преобладающее большинство не достигает, не добивается. Вот это очень большая проблема. Вы скажете, что школы – это учредители, глава администрации. Прибытность товарища Егора министра. Я повсеместно уже 5 лет говорю, что порядки эксперимента надо поставить перед высшим руководством России, чтобы школы в Якутии вернули государственную систему управления. Чего боитесь-то? Что от этого? Все равно как финансируют, так и будут финансироваться. Но управляться будут более грамотно. Контролироваться будет более жестко, чем сегодня. Последние годы, конечно, вот это различные реформы, приведение соответствия, борьба с малокомплектными школами и так далее, очень много времени отняло. Я понимаю это. Но это время должно уйти. И поэтому я убедительнейшим образом и сегодня акцентирую, и сегодня вот прошу, что вы все же поставьте вопрос о возвращении к системе государственного управления школой. В свое время здравоохранение передавали и сразу поняли, что это бардак. И вернули к системе государственного управления. Такой разбросанной, такой территории огромной, понимаете, республики, мы не можем, понимаете, на откуп дать муниципалитетам. Где 200-300 человек проживает. Там никакой среды-то нет. Если мы это не сможем решить, то качество останется, как по-прежнему, низким. Качество знаний. В связи с этим кадровой политикой. Я должен сказать, все же директорский корпус должен формироваться. Директорским корпусом должны мы совершенно по-другому работать, независимо, в чьем подчинении находится школа. Именно директорский корпус должен подбираться на конкурсных началах. Именно директорский корпус должен иметь систему подготовки на назначение директором школы. Это архиважная, понимаете, должность, архиважная должность. Без директора школы нету. Даже при большом количестве хороших учителей. Директор – определяющая фигура. Анализируйте, кто сегодня директором работает. И вы тогда поймете, что это один из самых слабых мест в нашем образовательном процессе. И последнее. Международный сегмент развития. Мы должны понимать,
это как большую даже мягкую силу, которая сегодня на передовой план выходит в борьбе. Мы должны изучать опыт наших соседей, там, где есть хорошее. Я должен сказать, что есть очень хорошие моменты, которые нам подсильны, которые нам... Вот возьмите финский опыт. И финны приезжали, рассказывали, и наши ездили. Особенно мне привлекает в финском опыте, когда один учитель до 6 класса преподает все предметы. Один учитель. У нас, начиная с урока физкультуры и кончая иностранным языком, со 2 класса другие учителя. А тогда вот учитель начальной школы чем занимается? Все растащены. Неужели урок физкультуры не может учитель провести своим ребятишкам? А еще хорошо было бы, что воспитатель детского сада, когда выпускается детского сада ребенок и идет в школу, вслед за ребенком пришел бы учителем начальных классов. Великолепный опыт работы талантливыми ребятами в Гонконге, в Сингапуре. В Гонконге, вот когда господин Патрик приезжал несколько раз к нам, мастер-классы проводил, рассказывал, что большой ученый одновременно. И когда, как мы пытаемся собрать талантливых и способных ребят в одну школу и потом преподать, это, говорит, пройденное, это эффекта не дает. Ребенок, где учится, там должен быть, оставаться. Одаренного ребенка влияние на среду очень большое другим. Но только учитель, который работает с одаренным ребенком, это должен понимать, и у него должна быть своя методика специальная для этого ребенка. Мы собираем, понимаете, с 1000 человек, 15 человек олимпиадников и говорим, он достиг. А остальные 900 человек где? Почему не показывают? Поэтому нам международный сегмент очень важный. И один из главных направлений в сегменте наших планов президентских школ, это рельефно должна быть урисована. И да, живое общение с ребятами, когда до пандемии здесь к нам физико-математический форум приезжали, ребята, очень приятно было. Приятно было. И нашим ребятишкам, и им интересно было, и так далее. Общение, конечно, много дает. Ну, и самое заключение. Ирина Павловна, Федосия Васильевна, Дарья Иннокентьевна и другие, я искренне поздравляю вас с наступающим всемирным праздником, Днем 8 марта. И желаю прежде всего здоровья, долгих
активных лет. Вы очень нужны нам. На вас держится это направление деятельности человека как образование. Дай Бог вам счастья, успеха. Спасибо, друзья.